Привет всем, дорогие зрители, подписчики. Мы начинаем серию роликов с предпринимателями, с известными людьми, с блогерами, инфлюенсерами, которые зарегистрированы у нас в приложении «Обращайся». А наш гость Мария Константиновна, известный предприниматель нашей Якутии, с 90-х в сложных временах начинала свой бизнес. Мария Константиновна, расскажите немного о себе, чем вы сейчас занимаетесь и как вы начали свой бизнес. Добрый день. Уже 30 лет занимаюсь бизнесом. Практически в те времена, когда у нас начиналась перестройка, мы начали заниматься бизнесом. Основное у нас направление было туризм. И для меня туризм – это один из видов того, что посмотреть мир сперва было, да? А потом пришла мысль, чтобы показать мир нашему населению, то есть нашим якутянам показать, как другие живут, как развиваются другие страны. В то время было, конечно, в 97 году, когда мы начинали, было очень тяжело. Мы пережили несколько дефолтов, можно сказать, несколько кризисов. У нас несколько человек, несколько предпринимателей, которые выжили с 90-х годов, и мы очень хорошо дружим с ними, друг друга с полуслова понимаем. Мы когда начинали, это 97-й год, мы привозили машины из Японии. Даже так? Даже так, ага. Было очень сложно, тогда был совсем другой мир, не было дороги Владивосток-Якутск, но вы помните, да, наверное, конечно, или нет? Да, в то время даже японские машины было сосчитать пальцами. Да, мы первые привезли автомашины. Мы с мужем Григорием Ивановичем в 96 году съездили сперва в Японию, когда наши друзья Николай Барамыгин и Чара Барамыгины жили в Японии, и нам очень понравилась, конечно, Япония. Нас, конечно, очень хорошо встретили, показали Токио, и мы прошлись по авторынкам. Но то, что там можно было приобрести очень дешево, это, как бы сказать, было полдела. Потом надо было перевезти машины в Владивосток, потом еще надо было пройти таможню, и самое главное, перегонять до Якутска. Мужество моего мужа там вообще определило весь этот бизнес, и мы начинали работать именно по перегону автомашин из Японии. В то время очень много туристов обращались, но не все даже осмеливались выехать из Владивостока. Ну, в то время совсем другое. Да, совсем другое время было. Время было, годы, да, рэкет, там, бандиты и так далее. Да. Ну, я тоже вместе с Григорием вместе проезжала все эти дороги. Прямо ездили с ним? Прямо ездили, перегоняли машины. Но разрешение у нас на ношение оружия было. И даже поэтому, конечно, и с оружием вместе мы проезжали всю эту дорогу. Это был очень рисковый бизнес. Поэтому после кризиса 98 и 2000 годов мы решили заниматься туризмом в Китае. Ну, в то время тоже начиналось туризм в Китае. И тогда у нас развивался предпринимательство шоп-туризма. То есть не было зарплаты у людей, не было денег, поэтому многие учителя, врачи стали заниматься перепродажей товаров. И мы стали организовывать шоп-туры в Китай. Это город Цюйфэнхэ, город Харбин, ну и так далее дальше. Вот это вот у нас Китай дал нам очень большой толчок. Мы впервые из Якутска подняли чартер до города Мунданзян. Это Хэлунцзянской провинции, военный авиапорт. Получается, целый самолет? Да, целый самолет летел в Китай, и это вы организовали? Да, это мы организовали, это 158 человек. Город Мунданзян – это вообще военный город. Никогда из Российской Федерации туда российский самолет не сел. И мы каким-то чудом договорились и посадили наш самолет в город Мунданзян. А с города Мунданзяна до Цюйфэнхэ там, господи, 100 километров для нас, 150 километров, поэтому для нас, якутян, это близко. Но чтобы долететь до города Мунданзяна, было очень много работы. Когда у нас началась регистрация, мы прошли в самолет,
прошли таможню. Тогда все это было первый раз. Ну, как бы все это надо было договариваться со всеми властями и так далее, да, с авиакомпанией. И мы сели в самолет. Один вопрос. Как вы разговаривали на китайском? Переводчики. У нас очень хороший партнер был в Китае. И он, ну, с ним мы это все дело... Через него, да, через него. переговоры вели. Сели в самолет, но мой партнер звонит: Мария, вы не вылетаете. Военные здесь не разрешили, так что вы через сутки. Я говорю экипажу, командиру, да, тогда можно было ходить по самолету, просто зайти экипажу, пройти пилоту, и говорю: командир, мы не сможем лететь, потому что нам не разрешили. Ну, командир говорит дальше диспетчерской: мы не вылетаем, потому что обратно можем вернуться. Но диспетчерская тоже нам не разрешила, поэтому и мы сидели в самолете 12 часов. Просто нас не выпускали. Не ушла ни туда, ни туда. Да. Не полететь, это первый чартер, и как бы на кону был наш полностью, ну, можно сказать, наша жизнь, да? Наша будущая, наша репутация. И через 12 часов нас выпустили, и когда перед тем, как выпускать всех туристов, я взяла вот микрофон и говорю: если вы нам верите, мы завтра точно вылетим 5 часов утра, ну, вернее, 5 часов начнется регистрация и 7 часов вылет. А шоп-туристы — это наши, которые, ну, в основном постоянные туристы. Из 158 человек в регистрацию пришли 153. 5 человек отказались. Они нам поверили, и мы вылетели. Мы вылетели и сели в город Мэнданцзян. 2 часа 10-15 минут. Прилетели, и там с обоих сторон стоят эти истребители. И китайцы в автоматах. Все говорят: а мы куда попали? Нас что ли в это взяли? Нет, мы вышли, а там уже телевидение, и это. Нас встретили очень хорошо, потому что это первый русский борт был из России. Ну, российский борт был в городе Мэнданцзяне. Там оркестр играл и так далее. Короче, нас очень хорошо встретили. И после этого у нас началась эпопея чартерной программы в Китай. Потом мы уже начали вглубь идти, да, мы получили разрешение Харбин, потом Пекин, Шайханьгуань, Далянь, Вэйхай. Мы летали в Шанхай и Санью даже делали чартерные программы. Китай стал ближе, и с политической точки зрения тоже, и вообще вот якутяне стали очень много отдыхать. И главное, начали зарабатывать. И начали зарабатывать. Люди начали покупать, ну, товары, уже начали появляться в магазинах товары, я помню в то время. Я здесь вот хочу сказать, очень большое спасибо сказать женщинам, якутянкам, да, которые занимались предпринимательством. Они себя называют шоп-туристами, но это предприниматели, которые кормили всю деревню, потому что одевали потому что все привозили из Китая, а продукты привозили из Якутска. Благодаря им как бы в многих деревнях, селах было продукты и одежда. Наверное, нашим молодым предпринимателям это звучит очень неправдоподобно, но действительно в то время было товаров, магазинов были пустые лавки, да, одежды как таковой нету, чтобы даже купить, да. В магазин заходишь, там стоит варенье из роз и лавровый лист, да, допустим, такое же было время. Одежды вообще не было же. Великий праздник, по лотереям же что-то раздавали. Вот так было. Почему именно женщины в то время летели? Ну, мужчины тоже были, но основной, конечно, почему-то была женщина. Ну, потому что, скорее всего, маме нужно, вот хозяйке, да, надо кормить семью. Да, было сложное время. Ответственность на детей. Да, это как бы уровень необходимости был для женщины очень высокий. Если она не будет заниматься предпринимательством, дети будут не накормлены, и родственники. Материнский инстинкт. Да. Особенно для северных женщин это очень даже хорошо действует. Да, можно сказать, это уровень необходимости для северных якутских женщин, это очень хорошо, ну как бы очень высокая. Полностью согласен, согласен. Поэтому мы открыли для якутян Китай, я думаю, мы очень хорошо. Мы даже чартеры делали в Японию в то время и в Корею.
Ну, опять наступил кризис. Опять кризис. Кризис, Это уже, давайте посчитаем, сколько у нас кризисов прошли. Это вот 90-й кризис, 98-й, 2001-й, 2001, потом, ну, 10-й, потом 14-й. да, вот. Все кризисы. Тогда мы начинали, вот когда чартер поднимали, вообще, когда мы первый раз в Китай поехали, там юань был 2 рубля. Сейчас у нас 13-15 рублей. 15 рублей. Ага. А доллар был вообще тоже очень низкий. Ага. Ну, сейчас рынок тоже развивается в эту сторону, да, с Китаем Россия начали очень хорошо сотрудничать, да, уже все товары уже более широкого потребления, уже автомашины к нам из Китая идут, торговые отношения очень хорошо налаживаются, да. И вы как первый начинатель, да, человек, который соединил Россию с Китаем. Ну, Якутию, можно сказать. Якутию, можно сказать. Ага. И еще мы занимались образованием в то время, то есть очень много детей выезжали в Китай учиться. И очень горжусь тем, что я очень много помогла больным. Ага. У нас инсультники прямо группами ездили в Китай, чтобы лечиться. Ага. Это в основном удалянчи. У нас очень много было в Даляне санаторий «Золотой камень». И они прямо... Вот я помню даже человека, которого уносили на носилках, он пришел пешком. Мария Константиновна, вы, как и сказали, первопроходец, да, на восток, в Китай, дали возможность людям, да, веру, что можно построить бизнес и не только в Якутии, но и взаимодействие, да, с другими странами. Сейчас чем занимаетесь? Ну, туризм у нас тоже работает, турфирма Хикар работает, уже около 30 лет. Опять же будем юбилей справлять. Мы каждые 5, 10, 15, это сколько лет вам будет? 25 лет исправили, но скоро будет 30. Уже? Уже будет. Это целая жизнь. Человек родился, и уже у него семья, и уже дети, наверное. Да, это целая жизнь, 30 лет. Да, ага. Поздравляем. Спасибо. От всех зрителей, от всех подписчиков. Давайте поздравим Марию Константиновну с юбилеем. Скоро будет. Да, скоро будет юбилей. Ну, мы будем всех поздравлять вас. В 2014 году я села и подумала, если мы открыли для взрослых мир в показать другие страны для якутян, то сейчас мы можем для детей тоже открыть не только Россию, но и другие страны, да. До этого мы подумали, что надо привезти в Якутск детей. И для этого надо сделать событие. Событие это что у нас может быть? Это может быть фестиваль, да, допустим. Ко мне пришла Лахова Лена Ивановна, и она как раз предложила, давайте проведем фестиваль. Первый раз мы провели фестиваль «Бриллиантовые нотки» в 2013 году. Потом начали ездить по улусам, выявлять лучших детей, талантов. Ага. И ежегодно у нас участвуют около 10 тысяч детей. То есть эти дети выезжают из улусов, из деревень, приезжают в Якутск. Они не только участвуют в этом фестивале, но они смотрят город, музеи смотрят, отдыхают. Мы даем возможность детям выезжать хотя бы из деревни в город, посмотреть, развиваться. И еще... Выступать еще. Ага, ну вот сейчас я скажу, что они выступают на очень больших ценах. Это один из самых больших цен, культурный центр «Сергалявские огни», дворец детства, дворец культуры ДК Кулаковского. Ну, мы все площадки, которые, все крупные площадки. Да. И для ребенка выйти туда, это выйти из комфортной зоны, выступить и получить подтверждение, что ты получил. Ты вышел на сцену и выступил, за это ты получил оценки от уважаемого жюри. Да? У нас в жюри сидят такие профессионалы. Мы привозим из других стран даже. Турция, Индия, Китай, Япония, ну и другие страны. В этом году мы привезли из Узбекистана. Почему мы привозим из других стран? Да? Потому что они смотрят с другой точки зрения. Другими глазами. Другими глазами. То есть они смотрят профессионально.
хоть танцуют, хоть поют, все равно они по-другому смотрят и оценивают очень тесно. Не знают, чей этот ребенок, Да. откуда он, чей родственник. Или, Очень объективная оценка. Они дают очень объективную оценку. Приходят родители, ну, допустим, в городе, родители, 2 родителей, 4 бабушек в основном, да, 4 бабушек и дедушек, еще приходят тети и дяди. Просто вы, если пойдете, посмотрите, да, вот ансамбль, детский ансамбль выступает. Сидят тут вообще, вот, болельщики. Когда будет? Когда будет? У нас начнется 22 по 24. И родители смотрят, да, все болеют, вот видно, что это болельщики этого ансамбля, да. Потом они выходят, Потом заходят другие болельщики. другие заходят, вот так вот. И охват зрителей постоянно увеличивается. Постоянно увеличивается, но еще тут еще один психологический нюанс есть, для меня это очень важно, да, допустим, ребенок, если выступает, семья как бы объединяется. Да. Они об этом разговаривают, они шьют костюмы, и они все равно смотрят вот в доме, в квартире, да, они репетируют. Когда все дети сидят и взрослые сидят на смартфоне и на телефоне, и друг с другом не общаются. Да. Это один из видов общаться. Да, конечно. Ага. И еще, когда ребенок выступает, все фотографируют же и отправляют по WhatsApp своим родственникам. То есть родственники тоже начинают общаться. А то бывает такое, что в чатах родственников ни о чем не пишут же, да? Да. Ага. И вот когда один ребенок выступает, он дает такую энергию среди родных и родственников, тоже свою энергию, кроме того, чтобы он выступает на сцене. Да. До пандемии привозили еще других детей и взрослых из других стран. Это у нас участвовали из Китая, очень приезжали, из Японии участвовали, из Узбекистана, из Казахстана приезжали у нас. Это как бы развитие внутреннего туризма. Это очень дипломатический мост между другими странами. Мы потом выезжаем еще в эти страны. Дети выезжают в другие страны, участвуют в фестивале. Допустим, в этом году после Нового года много детей уезжало в Китай участвовать в фестивале. Это же, на самом деле, огромная возможность приехать с маленькой деревни издалека и выступать с другими детьми из других стран. Это же какая уверенность, да, какие впечатления для детей. Это же огромная такая ценность. Вот этого фестиваля заключается даже не в том, чтобы выявлять таланты, да, а передать детям уверенность, найти себя, да, не бояться общества, общаться, в том числе развиваться творчески. Оказывается, это не просто конкурс. Это не просто конкурс. Это больше, чем конкурс. Это целая жизнь. Да, это целая жизнь. Да, это целая жизнь. И еще хочу сказать, вот, допустим, дети выезжают из Якутии, ну, из какой-то маленькой деревни, да, допустим, в другую страну, Китай. Родитель не может сам себе позволить, вот поехал, еще сам едет, еще кого-то детей берет. Для него это как бы сложновато. А тут с группой детей вместе выезжает в Китай ребенок, да, и он смотрит по-другому мир. Потом, когда возвращаются, они совсем другие дети возвращаются. Во-первых, они получают финансовую грамотность, честно говоря, да. Дети здесь не понимают, сколько там тратится, а там за еду и так далее все сами платят. И самостоятельность. Да. Во-вторых, самостоятельности, то есть носки, трусы, извини меня, сами моют, да. И еще как существовать внутри коллектива, в другой среде, без мамы, папы. Вот все это воспитание детей очень влияет. Какие у вас есть, может быть, новые проекты, которые вы начинаете, развиваете, какие-то еще другие цели смотрите? В этом году назрел проект, новый проект, фестиваль САС. Там будет творческий фестиваль. То есть этот фестиваль, который мы обычно проводим, будет «Вкус Якутии», фестиваль то есть конкурс будет между... То есть это будет охвата больше, организаторов больше, участников больше, возрастное ограничение будет. Не будет. У всех будет интерес, и все это будет соединено в один большой, огромный фестиваль САС. Здесь у нас с предпринимателями мы поговорили, которые мы уже давно дружим, да, поэтому решили провести марафон. Это
ИП Неустроев очень хорошо проводит марафон во имя Кони. Есть стрельба из лука в Ортодойду. Ортодойду вы знаете, это семья Андреевых. Потом у нас будет еще скандинавская ходьба, тоже Ортодойду. Будет конкурс «Мормышка», остров Тайменная. Ага. И Саха-тревел. В этом году тоже Саха-тревел мы проводим. Но здесь самый нюанс в том, что от бюджета у нас никаких денег нету. То есть все это... То есть вы проводите все сами? Сами проводим. Сами, все предприниматели сами, каждый проводит. В дальнейшем мы планируем этот САС упаковать и привезти сюда других туристов. То есть, если у нас есть зима, начинается с Якутии, упакованный продукт, да, то мы сейчас хотим тоже в Якутию привезти весной. Уже показать весну, весеннюю Якутию. Да, потому что не все мужественны так, чтобы приехать минус 50 в город Якутск, ну, в Якутию, да. Есть люди, которые вот когда в Москве, Питере, ну, может, когда-нибудь это потеплее вы предложите, да, типа такого вопроса, да. Поэтому и вот мы придумали фестиваль САС. Надеемся на поддержку населения, да, им понравится, думаю. Есть предложение поменять название САС. Почему? Потому что говорят, что если мы туристов хотим привезти в Якутию, он должен быть на русском языке, а не на якутском. Посмотрим. После проведения нашего фестиваля с 21 по 31 марта обсудим, как это все вышло у нас. Ну, это первый раз, поэтому я думаю, что у нас получится, потому что все предприниматели, которые участвуют в этом фестивале, очень сильные. Участников сейчас около 5000 уже зарегистрировано, но идет еще регистрация. Но приглашаю всех участвовать, посмотреть марафон на Ленских столбах, стрельбу из лука в Ортодойду. Кроме этого, участвовать в скандинавской ходьбе в Ортодойду. Там очень хорошие призы семья Андреевых выставила. Вот это вот наши проекты. Вкус Якутии. Вкус Якутии, это будет во всех ресторанах. Вы приходите. Очень хорошие. То есть туда можно прийти покушать. Покушать, да? Ага. И самое главное, там конкурс. Вы покушали в этом ресторане и онлайн голосуете, где лучше у нас меню. Вкусная еда. Меню. Да, где вкус по конкурсу «Вкус Якутии», где самая лучшая еда. Вот фестиваль проходит, а где будет заключительная часть? 30 и 31 марта будет квартал для труда, и там будет Саха-тревел, то есть туристические базы, домики, турагентства, все будут участвовать, предлагать свои услуги. Там будут призы, конкурсы, и 31-го итог будет с 2 часов, квартале труда, итог всех наших фестивалей. Фестивальные мероприятия. Да. То есть 30-го, 31-го в квартале труда будет очень крутая выставка различных компаний, да? Туристических компаний. Переходите все, посмотрите, станьте участником такого первого, скажем так, весеннего туристического события, которое займет достойное место с другими нашими якутскими проектами, да? И все это организуют наши предприниматели, люди с опытом. Я думаю, это будет очень круто. Приходите. Во всех ваших вот рассказах, да, о чем вы рассказали, прослеживается очень какая-то вот миссия. В чем ваша миссия? Что вы хотели сказать людям? Хочу показать весь мир нашему народу, да, якутскому, как другие живут, как развиваются. Обучиться у других, как говорил Михаил Ефимович, да, Николаев, и вернуться, сделать Якутию лучше и краше. Ваш совет начинающим предпринимателям, нашим зрителям? Вообще ничего не надо бояться. Всегда есть выход в любой ситуации. Надо подобрать хорошую команду. Один предприниматель ничего не может сделать.
Если вы команду поведете за собой, как я своим сотрудникам говорю, кто пойдет со мной на разведку. Поэтому надо не бояться ничего, потому что если будет такое, что если это я сделаю, не получится, это сделаю, не получится, то вы продвигаться и развиваться не будете. Надо учиться. Даже те мотивирующие, обучающие курсы, да, коучи тоже дают возможность, какую-то дают мысль дополнительную. А для того, чтобы сделать команду, надо очень много работать с каждым человеком. Если команда тебя полностью поддерживает, только тогда вы будете добиваться больших успехов. А если команда не поддерживает, идет другим путем, да, то уже другую команду надо набирать. Самое главное – это не бояться, создать свою команду и учиться. Спасибо, Мария Константиновна, за ваши советы, за ваши рассказы, за вашу миссию всем якутянам, всей Республики Саха-Якутия. Да? Развивайтесь и приходите на фестиваль, фестиваль САС, который будет очень крутым. Спасибо.